школах звенят последние звонки, возвещающие о наступлении самых длинных каникул. Для нескольких сотен алданских школьников последний звонок раздастся в последний раз. После сдачи государственных экзаменов они получат аттестаты. Удачи выпускникам на грядущих экзаменах пожелали наши корреспонденты. Учебники сданы в библиотеку, дневник больше не нужен. На торжественных линейках, посвященных окончанию учебного года, зачитываются приказы о допуске учащихся 9 и 11 классов к главным школьным испытаниям. За достижения в учебе, успехи в культурно-спортивной сфере и за активную жизненную позицию ребята получают грамоты и благодарственные письма. Интеллектуалов, волонтеров, спортсменов и артистов хватает в каждой школе. В этот день звучит много слов благодарности педагогам и родителям. Это волнительный день. И для родителей, и для учеников. Я во второй школе сам учился когда-то. Старшая дочь у нас заканчивала. И сейчас младшая дочь выпускается. В успешной сдаче экзаменов старшим товарищам желают самые маленькие ученики. Ни пуха, ни пера, говорят ребятам наставники, отмечая, что это единственный раз, когда воспитанники имеют право послать их к черту. Впрочем, такого желания в этот волнительный и немножко грустный день ни у кого из старшеклассников не возникает. Отличное настроение. Жалко, конечно, расставаться с некоторыми людьми, которые уходят с 9 класса, в 10 не пойдут. Ну, так, настроение хорошее, чуть грустно. Учебный год завершается. Последний звонок, возвещающий о начале самых длинных каникул, для нескольких сотен школьников явился предвестником взрослой жизни. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан.